Звездные сказки. Дети ветра. Чувашская народная сказка. Читает народная артистка России Алла Покровская. Жила-была одна вдова. Был у нее сын 10 лет по имени Иван. Однажды мать послала Ивана на мельницу рожь смолоть. Были они бедные, и лошади, понятное дело, у них не было. Взвалил Иван мешочек с зерном на плечо и побрел на мельницу. Селенки по малолетству было у него еще недостаточно. Очень устал он в дороге, и захотелось ему передохнуть. Снял мальчик мешок с плеча, чтобы поставить на землю, да и уронил. Мешок разорвался, и зерно высыпалось на землю. Пока Иван думал, как собрать рассыпанную рожь, налетел озорной сын ветра и развеял все зерно по полю. Потужил Иван, погоревал и вернулся домой с пустым разорванным мешочком. Рассказал матери о такой беде, она тоже опечалилась, а потом говорит: «Поди, сынок, сходи к матери ветра и расскажи о нашей горькой нужде. Попроси, чтобы они вернули нам наше зерно». Так и сделал Иван. Пришел к матери ветра и стал просить: «Твой сын развеял по полю наше последнее зерно. Верните его нам». «Хорошо, вернем», — ответила мать ветра. «Только придется погодить, пока дети вернутся домой». Вот вернулся домой старший сын. «Ачам, не ты ли развеял по полю зерно этого мальчика?» – спросила его мать. «Что ты, мама?» – обиделся старший сын. «Я в лесу выворачивал с корнем столетние дубы. Зачем я буду позорить себя такими пустяками?» Вскоре вернулся домой средний сын. «Улем, не ты ли развеял по полю зерно этого мальчика?» И его спросила мать. «Что ты, мама?» – ответил с обидой средний сын. «Я снимаю крыши совинов, ломаю крылья ветряных мельниц. Мне некогда заниматься такими пустяковыми делами». А младший, как только вернулся и увидел Ивана, не стал отпираться, сразу же повинился перед матерью. «Чем же мы воздадим мальчику за его пропавшее зерно?» – спросила мать своих детей. «А подари ему вот этот пирог», – сказали сыновья. Мать так и поступила. Подарила Ивану большой пирог, но наказала не починать его до самого дома. «Ладно, не буду», – сказал Иван, и вприпрыжку понесся домой. В пути его застала ночь, и он зашел переночевать к замужней сестре. Перед тем, как лечь спать, он предупредил ее: «Ты, сестрица, не починай этот пирог. Мне наказывали не починать его до самого дома». «До самого дома». «Ладно, ладно, братец, спи спокойно. Ты, небось, устал», — отвечает ему сестра. А сама, как
только Иван уснул, тут же разломила пирог надвое. Из пирога посыпались серебро да золото. Сестра ахнула от удивления и, недолго думая, подменила подарок матери ветра другим пирогом. А Иван встал утром, взял пирог, который подложила ему сестра, и пустился домой. Дома отдал матери пирог нетронутым, однако мать осталась недовольна. «Что ты наделал, сынок?» – укорила она его. «Зачем ты согласился всего лишь на один пирог? Из нашего мешка ржи мы могли бы напечь много таких. Пойди и верни им пирог обратно». Опять пошел Иван к матери ветра и вернул подарок. «Пирог мальчику не понравился», — сказала та своим сыновьям. «Что же мы дадим ему взамен?» «А подари ему козу», — посоветовали сыновья. Взял Иван козу и повел ее домой. Дорога была не близкой, пришлось опять заходить к сестре ночевать. И опять он предупредил: «Сестрица, мне наказано до самого дома козу не доить и не понуждать опоражниваться до самого дома». «Ладно, ладно, братец», — ответила сестра, — «спи спокойно». А сама, как только Иван закрыл глаза, выбежала к козе и стала упрашивать ее: «Посори орешки, козочка». Из козы тут же посыпались серебро и золото. Бесчестная сестра и козу обменяла на свою. На другой день Иван, ни о чем не подозревая, привел козу домой. Мать и на этот раз осталась недовольна. «Эх, сынок», — сказала она с упреком, — «мы и сами-то перебиваемся с хлеба на воду. Как же мы сумеем прокормить еще и козу? Лучше отведи ее обратно». Пришлось Ивану в третий раз идти к матери ветра. «Мама моя бранится», — объяснил он. «Говорит, самим хлеба не хватает, да козы ли тут?» «Что же дать ему взамен козы?» — опять спросила своих сыновей мать ветра. «А не дать ли ему вот эту дубинку?» — сказал старший сын. Дали Ивану дубинку. «Ты смотри, Иван, до самого дома не вздумай говорить «бей, дубинка», — наказал на прощание старший сын. По дороге домой опять зашел Иван к сестре переночевать. «Смотри, сестра, не вздумай сказать моей дубинке «чиш-чук-мар-чиш». Мне сказали, что дубинка эта непростая». «Ладно, братец», — пообещала сестра, — «никаких слов я твоей дубинке говорить не буду. Спи спокойно». А сама только-только дождалась, как заснул Иван, и сразу же к дубинке: «Чиш-чук-мар-чиш». Дубинка выскочила из угла, где стояла, и давай охаживать сестру Ивана по бокам и по спине. Не вытерпела жадная сестра, заорала, что есть мочи: «Иван, Иван, останови дубинку, все верну тебе, и пирог с драгоценной начинкой, и козу, которая серебряными да золотыми орешками ходит». Иван проснулся и утихомирил волшебную дубинку. Сестра отдала ему и пирог, и козу. Пришел Иван домой и отдал оба подарка матери. Мать разломила пирог, обрадовалась, а увидела козу, нахмурилась. «Сынок, зачем ты опять привел эту ненужную козу?» «Мама», — ответил Иван, — «коза эта непростая. У нее, как в пироге, золотая начинка». Перестала мать хмуриться.
приласкала и накормила козу. Та в благодарность за это сходила золотыми да серебряными орешками. С тех пор зажили мать с сыном в полном достатке. Говорят, они по сей день живут и с сыновьями ветра дружбу водят.